вдруг не горит лампочка выхода, хотя она будет гореть вечером. Центр реабилитации в селе Большие Ключи открылся 15 лет назад, одним из первых в России. Это филиал республиканского наркодиспансера, и все это время репутация учреждения была безупречной. Лечиться от алкоголизма и наркомании сюда направляют врачи со всей республики. Новость о том, что центр хотят закрыть, для руководства стала полной неожиданностью. Люди проходят реабилитацию зависимые лица от психоактивных веществ, алкоголизм, наркомания. Поэтому могут и провода рваться. И мы же не замечаем это, а когда приходит комиссия, они начинают проверять и, естественно, находят. Проверка прокуратуры в этом центре была около месяца назад. Нарушений обнаружили не одно и не два, 19. Неисправное состояние системы передачи сигналов от автоматической установки пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре включалась в ручном режиме, а не автоматически. А еще не везде были пожарные извещатели. В каких-то помещениях датчики располагались слишком близко к осветительным приборам. Сейчас, спустя месяц после проверки, почти все замечания устранили, утверждают в центре. Датчики поменяли, настроили работу автоматической системы оповещения в пожарную часть. Отметили на эвакуационных выходах, планах, где находятся огнетушители. В Больших Ключах круглосуточно находится на реабилитации около 40 человек. Они и сейчас здесь, несмотря на то, что прокуратура потребовала центр закрыть. Закроют ли этот реабилитационный центр на время устранения всех нарушений, уже в ближайшее время решит суд Советского района Казани. Судебное заседание по иску прокуратуры назначено на 9 февраля. Такая проверка прокуратуры была не случайна. Как раз в это время произошел пожар в Башкирии в доме престарелых. Погибли 11 человек. В Тюменской области в таком же частном доме-интернате пожар унес жизни 7 пенсионеров. Вопрос пожарной безопасности на контроле у президента. На прошлой неделе на коллегии МЧС он потребовал жесткого надзора. Задача министерства занять принципиальную позицию при надзоре за деятельностью организации, оказывающей социальные услуги, особенно по уходу за престарелыми гражданами. Проверки пожарной безопасности в интернатах и домах престарелых сотрудники прокуратуры провели по всей республике. Юлия Гоголева, Алмаз Зиадинов, ТНВ, Зеленодольский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.